Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обось медведи, вертится земля. Изначально история музея берет свое начало в 1992 году из фотостудии Рустама Валиахметова. Она была оформлена какими-то старыми советскими вещами, которые покупались где-то на барахолках, там забирались у кого-то, у кого они там валялись, просто как элемент декора. И в конечном итоге этого всего накопилось так много, что Андрей Макаревич, когда приехал на эту фотостудию, он посмотрел и сказал, что это надо показывать людям, что надо сделать музей. Выделили вот этот дом постройки середины 19 века. Здесь раньше были коммунальные квартиры. Вот, и здесь разместили, собственно, экспозицию музея. Основной девиз нашего музея – то, что все, что здесь есть, можно померить, потрогать, повертеть. Это один из самых уникальных экспонатов нашего музея – это кожаная куртка. Кожаная куртка в Советском Союзе была определенной роскошью. Отец решил сделать подарок своей дочке на день рождения. Сшить кожаную куртку. Он купил 120 обложек для партбилетов в самых разных магазинах города. Вот так вот выглядела обложка для партбилета, вот КПСС. Сшил из них кожаную куртку. Вот тут вот, например, он старался загладить, но у него это не везде получилось. И вот прям на куртке вот КПСС. Тут вот КПСС прям видно. В нашем музее полно всевозможных советских безделушек, о назначении которых не так просто догадаться. Эта штука предназначена для сбора ягод. То есть вы проводите по кусту, ягоды падают по этому желобу внутрь этой коробочки, и створка закрывается. Соответственно, ягоды обратно не вываливаются, и это в значительной степени упрощает и ускоряет сбор ягод. Это странный стальной жук, он необходим для того, чтобы снимать обувь. Вторую ногу ставите вот сюда, в эти щипцы-усики, и снимаете ботинок. В мире существует всего 2 зала рок-н-ролльной славы. Один в Америке, куда принимают всяких великих, вроде Led Zeppelin, и один у нас здесь, в музее соцбыт. Помимо наших звезд старого советского рока, у нас существует очень много экспонатов, подписанных зарубежными звездами. Так как наш музей интерактивный, то каждое воскресенье, как правило, здесь происходит квартирник позитивного рок-н-ролла. И посетители музея превращаются в слушателей импровизированного концерта. Наш музей абсолютно не политизирован. Нет, это музей прежде всего о том, как жили обычные, простые люди в эпоху Советского Союза.